Вторую неделю жители республики не имеют возможности смотреть местный телеканал ИР и северо-осетинский Осетия Ирстон. В результате удара молнии из строя вышли передатчики телебашни на высоте Паук в районе населенного пункта Приз. Восстановить вещание в полном объеме пока не удается, рассказали в госпредприятии телерадиосети. А часть поврежденного оборудования отправили на завод-изготовителя в город Новосибирск. Время доставки до Новосибирска составляет 9-10 дней. Время ремонта мы не можем определить. Его надо оплатить. По примерным подсчетам, по сведениям, взятым с интернета, у нас где-то за 1,5 миллиона. Мы не знаем, как мы будем за это расплачиваться. Я надеюсь, что правительство поможет нам в этом вопросе. Сейчас телебашня подает слабый сигнал, что в 5 раз меньше нормы, отмечают специалисты. Раньше работали 500-ваттные передатчики, а сейчас подключены резервные 100-ваттные телепередатчики. На время ремонта основного оборудования специалисты ГУП телерадиосети рекомендуют установить наружные антенны. Просим население, у кого есть возможность приобрести, стоит где-то в районе 500-600 рублей, антенна наружные антенны, внутренние антенны не будут показывать. Потом, после этого подключения антенны, надо просто опять нажать на кнопку «Поиск каналов». Я надеюсь, что у всех будет показывать. Ситуация с вещанием местного телеканала намного сложнее в селах республики. К примеру, слабый сигнал с телебашни «Паук» не доходит до жителей Динагар-Ленигорского района. Те же самые проблемы сейчас наблюдаются в населенном пункте, где тоже сигнал принимается с Паука. То же самое наблюдается в Ортейл. Ну, по возможности мы сегодня тоже выезжаем, объекты направляем. Как-то мы стараемся все это устранить. Но в силу таких технических возможностей мы не можем все это устранить и гарантировать качественное изображение. По словам главного инженера ГУП телерадиосети Владимира Лохова, ремонт перегоревшего оборудования займет достаточно времени. К тому же эксплуатирующее предприятие не располагает средствами для оплаты восстановительных работ. Анжела Кукоева, Арсен Гастев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.